Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Кто не может вас забыть и никогда не забудет? Кто этот человек? Был ли он в вашей жизни? Какую роль сыграл? Сойдутся ли ваши пути, дорожки в будущем? Загадайте, пожалуйста, на себя. Никого не нужно вспоминать. Просто загадайте на себя. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, здесь, кстати, не один человек вышел, и не только мужчина вышел, тут и женщина какая-то вышла. Интересно, и мне хочется узнать больше о вас, потому что вас так интересно показали, вас показали, как будто бы вы, ну такая, знаете, звезда, причем звезда путеводная. Звезда. Давайте я сразу на оракуле посмотрю. Хочу узнать больше про вас. Вы как-то влияете на других людей, либо вот с кем вы соприкасаетесь по жизни, на всех какое-то идет благотворное ваше влияние, помощь, может быть, поддержка, может быть, пример какой-то показываете. И еще такое впечатление, что в вашей жизни нет случайных людей, знаете, так, случайно встречных, поперечных. Каждый человек приходит в вашу жизнь, либо вы приходите в жизни других людей с какой-то целью, с какой-то миссией. Какая-то женщина-загадка ко мне пришла на отсыпку. Так, что я должна узнать о вас, да, либо что о вас должны раскрыть высшие силы? Боже, какое-то сумасшедшее сочетание ребенка и лисы. Девушки, женщины, вы кто? Вы кто? С ума сойти. Вы посмотрите, когда ребенок, вы сочетаете в себе маленького ребенка, хрупкую, нежную девочку и лисицу, такую, знаете, а-ля роковая женщина. Женщина, которая взрывает мозг, женщина, которая способна покорить все и вся, да, вот целый мир крутить на своем пальчике. Такой, какая-то гремучая смесь, вот, по-другому тут и не скажешь. И плюс еще по кораблю, мои хорошие, либо вы такая заядлая путешественница, либо вы постоянно стремитесь к чему-то новому. Не просто даже новому, а как совершенствовать, да, совершенствовать себя, процессы в своей жизни. У вас пытливый ум, вы в постоянном каком-то движении находитесь к новым горизонтам, к новым далям. Вы не сдаетесь, вы способны плыть против течения. Очень интересно. Очень. Мужикам сердце направо и налево разбиваете. Направо и налево. Потенциал, ну, просто невероятный. Но и в то же время как ребенок. Да? Вы подкупаете других людей вот этой своей наивностью, вот этим своим детским взглядом. Что-то есть в вашей внешности, что-то есть в ваших повадках. Когда вы говорите, вы настолько интересная, вы настолько манкая, вам сложно противостоять. Да, а судьба-то вас тут одарила. Талант какой-то у вас есть, девочки. Талант, способность, умение, либо талант. Это то, чем вы как-то наполовинку пользуетесь, либо вовсе не пользуетесь. Вам еще придется себя раскрыть. Да. Девочки, роковая женщина. Вы ее в себе периодически душите, либо вы сами себе не верите. Вы не только очень красивая, но вы еще и очень-очень умная. Очень умная.
почему-то в себе это подавляете. Не знаю почему. Может быть, воспитание, может быть, окружение. Вам нужно пользоваться той лисицей, которая внутри вас притаилась. Почаще надо пользоваться. Почаще. И тогда перед вами не будет никаких закрытых дверей, никаких барьеров, никаких непреодолимых ситуаций. Вам весь мир покорится, да? У вас есть корабли, вы способны. И не только способны, да, вы должны идти туда, куда вам хочется, либо достигать того, что вам нужно. Да, интересная вы личность. Вот поэтому вас звездой и показали. Вы очень притягиваете людей, очень притягиваете. Женщин вы притягиваете с какой-то научной цели, да, вот им интересно о вас узнать, понять, да, почему вы такая интересная, почему вы такая сильная, почему вы такая независимая, почему вы разбиваете сердца мужчинам, почему вы, будучи очень красивой, не пользуетесь этим своим оружием. Женщины, если честно, вас недолюбливают, но очень интересуются вами и вашей жизнью. Хотят быть похожими на вас, хотят вас наследовать, да, подражать вам, но это не получается, да, либо никогда не получится. Чтобы быть вами, здесь не просто нужно примерить, как говорится, ваш костюмчик. Здесь нужно родиться под особой звездой, да, либо родиться с особым талантом. Что касается мужчин. У мужчин другой взгляд на вас. Мужчинам вы, как я сказала, да, разбиваете сердца. На мужчин вы производите какое-то неизгладимое впечатление, когда мужчина перед вами, не знаю, там, робеет, теряется, либо наоборот, у мужчины просыпаются какие-то невиданные доселе чувства, ощущения, да, вот желания вы пробуждаете у мужчин. Ну, кто посмелее, кто понаглее, конечно же, не проходит мимо, пристает, достает вас, да, своим таким навязчивым вниманием. Ну, а кто послабее, те украдкой, да, так, чтобы вы не увидели, наблюдают за вами, мечтают о вас. Да, такое есть. Плюс еще я вижу, что вы имеете какую-то славу среди мужчин. Славу, я не знаю, там, снежной королевы. Либо наоборот, женщины, которые коллекционируют мужские сердца. Я вижу, что мужчины о вас очень часто говорят вот именно с восхищением. С восхищением и с какой-то такой тоской, да. Вот мне бы такую женщину, да, вот если бы такая женщина на меня обратила внимание. Но при этом, к сожалению, мужчины редко проявляют инициативу в вашу сторону. Так, что касается того, кто вас никогда не забудет. Этот мужчина вам хорошо знаком. Мужчина обладает каким-то странным, либо очень упрямым, либо очень противоречивым характером. Плюс у мужчины есть какая-то склонность, либо какая-то вредная привычка. То есть то, что вам категорически не нравилось, и то, что очень сильно портит этого мужчину. У кого-то мужчина, например, азартный, у кого-то агрессивный, у кого-то пьющий. Понимаете, у каждого по-своему отыграется. Здесь не один мужчина на всех, да? Здесь просто такой собирательный образ пришел. Он хороший человек, но есть какая-то у него вада, да, какая-то особенность, которая его в ваших глазах дискредитирует. Причем дискредитирует очень сильно. Может быть, из-за этого вы и расстались в прошлом. Человек, который сыграл не последнюю роль в вашей жизни. У многих из вас отыграется, что был брак, ну, либо просто были очень серьезные отношения, все, как говорится, шло к браку. Но не случилось, не свершилось, как говорится. Причем по его вине, не по вашей. Не по вашей. Даже, может быть, вы готовы были закрытым глаза принять то, какой он есть, но вот он довел ситуацию до такого пикового значения, когда вы расстались. Причем, скорее всего, здесь, знаете, как 50 на 50. Да? То ли вы его выгнали, то ли он ушел. Просто закрыл за собой дверь и не вернулся. Человек в момент, когда вы расставались, у него преобладала какая-то гордость. Гордость, какие-то интересы глупые, какой-то юношеский максимализм, даже если мужчина был уже и в возрасте, все равно, вот знаете, как дурь в голове гуляла. Вот почему-то он думал, что никуда вы от него не денетесь, что вы там без него пропадете, что вы там без него не выживете, что вы никому не нужная будете. Такие глупости всякие думал о вас. Уходил он
ну, грубо говоря, да, вот именно в погоне за своим каким-то интересом. Вот хочу жить свободно, хочу жить так, как мне хочется, хочу там каких-то приключений, каких-то там небывалых ощущений, да, за какой-то дымкой пошел, за какой-то, ну, как, за каким-то маревом пошел. Но, к сожалению, ничего не нашел. Кроме разочарования и пустоты он ничего не нашел. Чем дольше вы были в разлуке, а я вижу, что здесь общения практически не было между вами, тем чаще он о вас вспоминал. Мало того, девочки, вы ему постоянно снились. Причем, ну, вот у кого-то из вас отыграется, что мужчине вы всегда подавали знаки. То есть вы ему приснились, значит, что-то хорошее произойдет. Либо вы ему, например, там, в плохом сне приснились, значит, как вы его предупреждали, что берегись, что-то тебе будет угрожать. И чем больше он об этом думал, тем больше он приходил к такой мысли, что он ошибся, что он допустил самую серьезную роковую ошибку в своей жизни. То, что с вами расстался, то, что не оценил вас по достоинству, не рассмотрел, какой бриллиант и какой клад ему достался. Опять же, я вижу, у кого-то отыграется ситуация, что мужчину могла переманить другая женщина, либо надоумить его оставить вас. То есть, знаете, как подначивала, там, постоянно ему что-то про вас говорила, и тем самым этого мужчину от вас отговорила. Ну, очень похоже либо на соперницу, либо, например, там, на ревнивую маму, да, которая вот, типа, я мальчика для себя рожала, что это я какой-то женщине буду его отдавать. Не-не-не, он должен только меня любить, да, он должен всю жизнь мне посвятить. Ведь я же его рожала, да. Такое часто бывает. Значит, в той женщине, кем бы она ему ни приходилась, он очень сильно разочаровался. У кого-то даже отыграется, что он от той женщины натерпелся. Да, натерпелся. Как вы от него натерпелись в свое время, так и он от той женщины натерпелся. И сейчас он абсолютно один. Такое какое-то ужасное чувство одиночества, которое, ну, просто болевым таким ощущением давит ему горло. Вот я один, я никому не нужен, я все потерял. Я профукал свою жизнь, да, сам профукал свою жизнь. И сейчас ему очень хочется вернуться обратно, ему очень хочется отмотать время вспять, да, вернуться к той точке невозврата и поступить по-другому, да, повести себя по-другому. Но это невозможно, это уже невозможно. Девочки, у кого-то отыграется даже, что мужчина плачет, физически плачет, вот сидит один в полном одиночестве и плачет по вам. О том, что он вас потерял. О том, что он сам своими руками загубил свое счастье. Я вижу, что этот мужчина делал, по крайней мере, 2 попытки вернуться в вашу жизнь. Делал. У кого-то отыграется, что он действительно приходил, как-то там показывался вам на глаза, но ничего из этого не вышло. А у других отыграется, что он прям, знаете, подходил к вашей двери, да, и тут же уходил обратно. Либо он пытался с вами как-то связаться, может быть, там, по социальным сетям, может быть, там, через какие-то мессенджеры. Да, и либо пропадал, либо он просто набирал эти смс-ки и сразу же их стирал. Он чувствует свою вину, он понимает, что ему нет прощения. Но с другой стороны, все равно тянет, очень сильно его к вам тянет. А тянет его любовь. Да? Такой магнит под названием любовь. Да, настоящая любовь. Смотрите, еще такая информация идет. Вот кто-то из девчонок, возможно, очень долго был с мужчиной женатым в отношениях, и женатый мужчина либо так и не определился, либо, например, определился в сторону своей семьи. Вас он, ну, типа не выбрал. Это звучит ужасно, вы меня простите, я не хочу вас травмировать, но показывают именно так, такая именно информация идет из потока. Если он до сих пор живет в своей семье, он, скорее всего, там и живет, то он глубоко несчастный человек. И за последние, может, там, пару месяцев он очень сильно сдал. Вот именно по здоровью сдал, по внешности сдал. Знаете, как постарел человек на глазах, состарился на глазах. Это все, вот эта тоска, вот эта любовь, которую он не смог реализовать, которую он начал очень сильно ощущать в последнее время, это все с ним случилось по его вине. Да? Он очень сильно сожалеет. Он там как раб. Понимаете, раб, который сидит на цепи. Он там никому не нужен.
все, что нужно, с него там, как говорится, выдаивают, а он как бы сам по себе живет. Вот и опять же, да, винит только себя за то, что он побоялся, просто побоялся потерять то, что он имеет. Может быть, побоялся потерять в каком-то там материальном благополучии, может быть, там, в авторитете, в уважении окружающих, да, то есть какой-то его такой мелочный страх сыграл с ним такую дурную шутку. Я вижу, что этот человек сделает третью попытку вернуться в вашу жизнь. И вот именно третья попытка будет самой удачной. То есть, когда третий раз он к вам придет, тут уже между вами будет точно разговор. И он просто, знаете, ну вот здесь показали такую картину, когда мужчина просто вырывает свое сердце из груди, да, и отдает его вам. Видите, вот оно, его сердце, вырванное из груди, и оно кровоточит. Вы же в позиции, ну, такой, знаете, женщины, которая потеряла интерес к этому мужчине, потеряла интерес к его любви, потеряла интерес, в принципе, к его жизни. Такая равнодушная особа, которая смотрит на все это и скучает. На самом деле для кого-то из вас это будет момент сатисфакции, да, когда вы видите, как этот мужчина платит за все ваши слезы своими слезами, да, потому что он умывается слезами, когда отдает вам свое сердце. А для кого-то это будет момент, ну, торжества справедливости, да, ведь каждое зло должно быть наказано. А для кого-то это будет очень такой неприятный момент, когда вы, ну вот из серии, да, зачем ты появился, зачем ты пришел, зачем ты портишь мне жизнь, да, зачем мне вот это твое сердце, зачем мне эти твои слезы, да, такое даже какое-то пренебрежительное отношение к этому человеку. И знаете, девочки, когда он появится в третий раз, он появится в тот момент, когда вы почувствуете себя очень счастливой с другим человеком. Да. У вас рядом стоит мужчина и такое огромное кольцо. То есть я так понимаю, что вы уже будете в браке, либо вы будете помолвлены с другим мужчиной, вы будете очень счастливой. И для вас этот мужчина это как, ну не знаю, там гвоздь, ржавый гвоздь, который впился в ногу. Вот такое ощущение. Неприятное, отвратительное и ненужное. Вот если бы он появился сейчас, возможно бы кто-то из вас его еще и простил бы, да, и принял, и обрадовался бы этому. Но нет, он сейчас не появляется. Он появится в тот момент, когда он будет просто третий лишний. Третий лишний, он реально будет вам мешать. Ну, такая жизнь, да, человек сам себе такую жизнь выбрал. Он мог бы быть с вами счастливым, он мог бы жить, наслаждаться жизнью с вами, счастьем с вами. Ведь вы такая классная, вы очень необычная, да, вы путеводная звезда. Вы бы ему в жизни очень помогли. И поддержали, и втолковали, и подтолкнули бы. Вы умеете это делать, вы умеете заряжать тех, кого вы любите. Вы этих людей, вы этим людям приносите счастье, вы этим людям приносите удачу. Вот кого вы любите по-настоящему. Ну, он это не понял, он это не оценил. Он причинил вам боль. За это он будет расплачиваться. Причем расплачиваться до конца своих дней. Я вижу, что вы его не примете. Не примете и правильно сделаете. Зачем он вам нужен? Вы уже счастливой станете. Так, еще здесь вышла женщина. Женщина, с которой у вас сейчас либо какое-то ограниченное общение, либо пока вы еще с ней не общаетесь на том уровне, на котором она бы хотела. Эта женщина-друг. Она не просто друг, она либо уже как ваша сестра, это настолько сильная дружба, да, что вы в ней не просто подругу видите, но сестру. Либо в будущем она для вас станет вот именно такой подругой-сестрой. Женщина очень положительная, очень такая чувствительная и очень-очень добрая. Эта женщина вами вдохновляется, вот, знаете, восхищается, вы смелая, вы сильная, вы красивая, вы с каким-то самобытным взглядом на жизнь. Да? Если вы уже с ней дружите, но по какой-то причине сейчас вы не общаетесь, либо, как говорится, жизнь вас разбросала, она очень часто о вас думает, часто вспоминает.
И очень часто, возможно, даже вот до слез, да, накатывают такие эмоции, почему я со своей любимой подругой не могу быть рядом, либо мне очень не хватает моей любимой подруги. А у кого-то отыграется, что женщина уже вас, как говорится, заприметила и очень хочет с вами подружиться. Она думает о вас, она перебирает какие-то воспоминания, может быть, где-то вас видела, где-то вас слышала и думает, вот я хочу дружить. Мне эта женщина очень понравилась. Да? Вот у нас какой-то там схожий взгляд на жизнь. Хочется именно таким человеком побольше пообщаться, узнать ее получше, вот именно с целью подружиться. Но как бы там ни было, я верю, что у вас будет дружба, у вас будет общение. Если это новый человек, то вы 100% подружитесь. Причем инициативу будет проявлять именно эта женщина. А вы уже будете как соглашаться, либо принимать ее дружбу. А если это какая-то ваша подруга, с кем вы сейчас не общаетесь, то, поверьте, она вот землю перевернет, чтобы опять наладить с вами контакт. Чтобы у вас опять было плотное общение. Но она прям нуждается в вас. Понимаете, вы ее путеводная звезда. Вы для нее авторитет. И, конечно же, она будет искать возможность, как с вами опять начать общаться. Так, еще. Помимо темы, здесь мне показали какую-то поездку, которая вас в ближайшее время ожидает. Либо вы уже готовитесь к этой поездке, либо для вас это, возможно, будет неожиданно. Да? Неожиданно куда-то пригласят, куда-то позовут, либо, в принципе, какая-то необходимость будет ехать. Вам, мои хорошие девочки, нужно будет обязательно выглядеть на все 100. Даже если это будет поездка, не знаю, там в лес за грибами, все равно вы постарайтесь одеться так, чтобы выглядеть потрясающе. Это очень важно. Вы, я не знаю, то ли вы с кем-то будете общаться, то ли с кем-то вы будете знакомиться, и этот человек может сыграть очень яркую роль в вашей жизни. Если вы еще, как говорится, свободны, в свободном поиске, то этот человек может стать вашей парой. Тот самый, да, кто подарит вам это кольцо и с кем вы будете вместе. Если вы в поиске каких-то важных деловых там, знакомств, связей, то именно в этой поездке, либо благодаря этой поездке вы с нужным лицом обязательно встретитесь и познакомитесь. И то, что вы искали, вы получите. Поэтому выглядеть на все 100, не отказываться ни от каких поездок и быть такой, как есть, да, открытой, решительной и очень общительной. Так, звездочка моя, давайте я еще посмотрю для вас какой-то советик, наверное, рекомендацию, советик для вас. С этим мужчиной это все понятно, да, он вам не нужен, да, он имел шанс и им не воспользовался. Теперь до конца дней будет оплакивать. С женщиной тоже все понятно, да, дружба здесь очень сильная, и для вас эта женщина будет важна, и вы для нее. Вы как нашли друг друга, да, как действительно, может быть, не родные, но обретенные сестры будете. Так, какой еще совет для вас, для такой звездной, прекрасной девушки, женщины? Совет. Совет очень классный. Как бы тяжело и трудно в жизни вам не приходилось, знайте, что за каждой темной ночью придет новый светлый день. Вы умеете себя собирать, вы умеете возрождаться. Живите надеждой, живите своей мечтой. Это будет вам очень сильно помогать. И вам в жизни в данный период времени немножко не хватает страстей. Я не только говорю про отношения между мужчиной и женщиной, а также говорю о каких-то страстных, не знаю, мыслях, увлечениях и действиях. Добавьте красок, добавьте эмоций, ничего не бойтесь, никого и ничего не стесняйтесь. Раскройте себя целиком и полностью. Чем больше будет страстей в вашей жизни, тем больше будет удачи и везения. Вот такой вы уникальный человечек. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.